Всем привет! Это 4-й день универвидения, и сегодня участники погружаются в работу с экспертами. Они готовятся к финальному гала-концерту. Эх, какая же я была в 22-м году. Ой, я же на 102 сейчас. Погоди, ты же участница универвидения. Привет, ты меня помнишь? Я была медиа-волонтером. Привет, да, помню, но я очень спешу на вокал. Интересно, а кто-то еще с универвидения приехал? Мы отправляемся на поиски. И в первую очередь мы отправились к делегации Тюменской области, ведь в ее составе выступает победительница национального музыкального проекта «Универвидение-2022» Кристина Тихонова. 2 года назад, благодаря конкурсу, вокалистка записала авторскую песню и отправилась на федеральную студенческую весну. Курю папиросы, заплетаю косы, не задавай вопросов, это не серьезно. Это был шок. Я вообще на сцене расплакалась. Я очень хотела именно билет. Я очень хотела поехать еще раз, ощутить всю эту атмосферу студвесны, и я была очень счастлива. Студвесна этого года стала 3-й для девушки, и именно на ней Кристина встретила других участников Универвидения-2022, группы «Насовсем» из Кемеровской области. Время, география и творческая занятость разделили друзей. И вот, спустя 1,5 года они снова увиделись вживую. Теперь уже на студвесне. Познакомились с людьми в конкретный этап их развития, да, как в творчество их музыкального развития. И потом ты следишь за ними в соцсетях и такой, радуешься, да, там, как вот у Леры выходят треки или у Кристины. И потом ты встречаешься с ними там через год, допустим, на другом мероприятии. И это те же самые люди, те же добродушные, очень классные люди. Сибирское трио не единственный финалист Универвидения, которых Кристина встретила на фестивале и с кем выступила на открытии. Одна из таких — Валерия Бурова, автор-исполнитель тамбовского фолк-проекта «Макфа». Как и другие участники, в этом году она вновь приехала покорять конкурс. По словам вокалистки, студвесна — это самое важное событие для студентов и место встречи с друзьями. Я была очень рада увидеть их в списках хедлайнеров открытия, мы выступали вместе. Я всегда с радостью реагирую на людей, с которыми когда-то где-то встречалась, потому что мы все живем в разных городах, и у нас, наверное, вряд ли когда-то нас судьба еще сведет. А тут мы видимся и вспоминаем нашу историю. Кристина Тихонова, группа «Насовсем» и «Макфа» — это лишь небольшая часть участников Универвидения, которых мы встретили на этой студвесне. Ежегодно в ноябре лучшие вокалисты российского студенчества съезжаются в столицу республики Коми, город Сыктывкар. Именно там 14 лет назад его придумали и впервые провели студенты местного университета. Однако со следующего года проект будет путешествовать по городам нашей страны. И пока неизвестно, вернется ли он на свою малую родину. Проект Универвидение на самом деле просто стал лучшим проектом в линейке спецпроектов. Он должен, как и наши участники, начать гастролировать по всей стране, потому что люди в России должны знать, что это за проект. А значит, волонтеры и сыктывкарские поклонники конкурса, возможно, больше не смогут встретиться с участниками, решившими приехать повторно. Теперь же только студенческая весна станет местом встречи старых друзей. Софья Мальцева, Олег Хохлов. Специально для российской студенческой весны. Саратов.